Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Ингушский спортсмен Дени Угурчиев стал победителем чемпионата России по бразильскому джиу-джитсу в Казани. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 27 килограммов в дисциплине ГИ среди белых поясов. Также спортсмен стал серебряным призером в дисциплине ноу-ги. В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов в разных категориях. Ингушский дзюдоист Абдуллах Парчиев стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров Сараева. В весовой категории до 66 килограммов он одержал 5 убедительных побед. В первой схватке он одолел представителя Словении, во второй и третьей – двух дзюдоистов из Германии. Четвертая схватка принесла ему победу над российским спортсменом из сборной. А в финале он уверенно победил представителя Франции. Мансур Яндиев стал золотым призером турнира по грэпплингу в Астане. Он выступал в весовой категории до 77 килограммов среди взрослых спортсменов. Яндиев продемонстрировал исключительное мастерство, выиграв все 4 схватки досрочно и не позволив своим соперникам набрать ни одного балла. Этот результат является не только доказательством высокого уровня подготовки нашего земляка, но и подтверждением его готовности к конкуренции на самом высоком уровне в мире грэпплинга. Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по тэквондо в Черкесске. Участниками Кубка президента Союза тэквондо России среди юношей и девушек 12 и 14 лет стали 277 спортсменов из 25 регионов России. Спортсмены Ингушской школы тэквондо показывают хорошую технику и отличный уровень подготовки, как, например, Асхаб Боков. Он является серебряным призером первенства России по тэквондо 2024 года. Асхаб Боков вместе с тренером Мусой Эстамировым сегодня в нашей студии. Муса, Асхаб, ассаламу алейкум. Приветствую вас в студии программы «Про спорт». Муса, твой воспитанник Асхаб, несмотря на свой юный возраст, уже имеет большие достижения в спорте, в частности в тэквондо. Последний его результат – это серебряный призер первенства России 2024 года. Расскажи нам вообще, как вы готовились к соревнованиям, как они прошли? Начну сначала, то есть с тех пор, как он пришел ко мне. Ему было всего 7 лет, я сразу же увидел в нем потенциал, потому что среди своих ровесников он был чуть выше, на полголовы, как бы, и весил меньше. В нашем спорте это играет большую роль, потому что все мы знаем, что как ребята там гоняют вес, и именно в тэквондо рост это является большим преимуществом, потому что большой рост, значит, ноги длиннее, и ты можешь попадать лучше. И за счет этого я стал с ним работать, и с самых ранних вот этих соревнованиях, когда еще он по детям выступал, он уже тогда еще начал показывать результаты. А после мы уже поняли, что он может идти дальше, то есть может строить свою карьеру именно в этом спорте. И родители его тоже поддерживали в этом. Перешли в категорию юношей, то есть это с 12 до 14 лет, это уже как бы карьера спортсмена начинается, то есть уже можно выступать на первенстве России. Начали выступать, и первые 2 года, как бы, если считать с 12 до 14 лет, ты как бы отстаешь, то есть тебе могут попадаться соперники на 2 года старше тебя. И мы метили на последний год, то есть когда ему уже исполнится 14, понимали, что он будет уже крепче. И 24 год, это был, можно сказать, год Асхаба. Выступали на всех подводящих турнирах к первенству России. Это очень важно, потому что узнаешь на этих турнирах соперников будущих. И выходишь уже на новый уровень. Да, да. И на этих подводящих турнирах, это всероссийские турниры, очень престижные. И на Кубке Эльбруса Асхаб показал очень хороший результат, стал там первым. Дальше был Кубок Дона в Ростове, третье место занял.
Также в Кубке президента в Черкесске также 3-е место. Турниры, которые я перечисляю, эти одни из главных турниров, которые по России есть, являются отборочными турнирами на России. И мы понимали, что на первенство России мы можем попасть в призы. Также на этих турнирах, как я сказал, на последних 2 мы стали бронзовыми. Это означало то, что в этом весе есть еще соперники посильнее. И начали готовиться к ним. Провели хороший сбор, отправились на Россию. Асхаб провел всего 6 боев, 5 из которых выиграл. И спортсмен, которого мы считали фаворитом в данном весе, мы в подводящих турнирах, когда мы выступали, этот спортсмен становился там первым. И вот именно в четверти, за выход в полуфинал, он нам попался. И мы подстроились под него, то есть сделали какую-то свою тактику, план, построили с Асхабом. Он выполнил все, как я говорил. Вместе мы смогли его пройти. Дальше в полуфинале было чуть легче. Также выиграли полуфинал и вышли в финал. Но в финале уже соперник оказался сильнее. Вот, и таким образом Асхаб стал в 2024 году серебряным призером России. Асхаб, почему ты выбрал тэквондо? Что тебе нравится в этом виде спорта? Ну, другие спорты мне не нравились, поэтому я выбрал тэквондо. Ну, ты совсем еще юный был, совсем маленький, можно сказать, был, когда ты начинал заниматься спортом, тэквондо. 7 лет тебе было, да? Да. Как Муса сказал только что. Родители посоветовали тебе, наверное, да? Или как это случилось? Как ты пришел в спорт вообще? Сначала мне отец сказал, попробуешь тэквондо походить. Ну, я пошел и попробовал, мне понравилось. Вот ты участвовал во многих, в том числе и престижных соревнованиях, как рассказал твой тренер. Какие соревнования дались тебе сложнее? Что было трудным? Вот ты запомнил, допустим, какого-то соперника, ты победил его с большим трудом. Есть такое? Есть. Ну, в первенстве России мне в финале и полуфинале тяжело было. Почему? Соперники. Ну, тяжелые были соперники. А чего не хватило, как ты думаешь? В какой части, где ты должен был поднажать? В финале соперник был чуть пожестче всех. Угу. Выносливость, наверное, да, скорее всего, больше выносливость? Да, не хватило. После каждых соревнований, Муса, вы проводите там с ними такую работу над ошибками, да? Вот когда они выступают, ты же, наверное, видишь, какие минусы, какие плюсы. Он же еще юный. Конечно, есть ошибки у всех. И после возвращения уже с соревнований как-то вот эти моменты отрабатываете? Конечно, это очень важная часть тренера — делать работу над ошибками. Бывает, спортсмены просто ездят на эти соревнования каждый раз, и не прибавляется опыта, даже если прибавляется, процесс этот длится очень медленно, потому что, вероятнее всего, тренер не проводит работу над ошибками. Стараемся снимать каждый бой спортсмена, потом, даже если он выигрышный, проводим работу над ошибками, где он балл отдает, где забирает, как можно сделать лучше, и за счет этого прогресс бывает намного быстрее идет спортсмена. Забыл упомянуть то, что после России еще были соревнования, последний из которых был также Кубок Эльбруса. Асхаб там занял первое место, даже? Да. Первое место. Золотая медаль тоже у него есть, значит, да, да, это была новая весовая для него, 37 килограмм. Но он уже переходит в следующую возрастную категорию по юниорам. Ему сейчас вначале будет тяжело, ему надо уже поднабрать вес, потому что там самый маленький вес 45 идет, а Асхаб сам пока еще и до 40 не дошел. Так будем физически делать уклон, чтобы вот окрепнуть, чтобы могли выступать в данной весовой. Асхаб, сейчас как ты себя чувствуешь? Настроен ты на дальнейшие соревнования? Ты тренируешься сейчас? Да. Как часто?
Сколько раз в неделю? В неделю у нас выходные бывают четверги и воскресенье. То есть, кроме четверга и воскресенья, каждый день тренируется. По сколько часов? С 6 до 8, 2 часа я работаю. С 6 до 8. А учебе не мешает? Ты хорошо учишься? Да, нормально. Нормально. Тройки есть? Есть. Ну. Бывает, да. Муса, что дальше? В каких еще соревнованиях планируете с ним принять участие? Ему надо будет поднабрать вес, будем пока тренироваться и выбирать турниры, на которых можно будет аккуратненько так выступить. И будем планировать на следующий год уже, как бы постараемся на России выступить. Вот. Помимо Асхаба, еще воспитанники у тебя есть? Расскажи нам про них, сколько человек и где зал находится? Наш зал находится в Дворец спорта Магаз, как вы, думаю, все зрители знают этот зал. На Сыркорте находится. У меня тренируется порядка 20 человек. Есть спортсмены, которые также выезжают. Есть среди юниоров у меня Аушу Арби. На этих выходных должен выступить на СКФО. То есть это отбор на Россию. Вот пока с ним готовлюсь. Ну, тэквондо у нас в республике не так давно развивается. Можно ли сейчас сказать, ну, как тренер, как ты считаешь, что вот в последнее время все-таки этот вид спорта набирает у нас популярность? Определенно да, потому что вот на последнем СКФО среди юношей наши именно среди мальчиков заняли 2-е место общекомандное. Это очень большой результат, учитывая то, что у нас спортсменов не так много по сравнению с другими регионами. И это большой результат для нас. 3 первых места на СКФО. Да, конечно. Через 2 недели сборная Ингушетии среди юношей выезжает также на первенство России. Асхаб, как я сказал, уже в нововозрастной, они попадают туда. С 12 по 14 лет, которые выступают ребята, ждем от них результатов хороших. А из других видов спорта переходят в тэквондо? У нас во Дворце спорта есть гимнастика. Вот, сначала отдают с 5 лет туда детей, потом как проходит эту подготовку, можно сказать, и оттуда к нам приходят дети, да. И наш тэквондо включает в себя тоже эту гимнастику, и отец Асхаба как раз-таки привел Асхаба к нам из-за того, что у него была хорошая растяжка, и он так телом был похож больше на тэквондиста. Какую цель ты ставишь перед собой? Кем ты хочешь стать? В дальнейшем я хочу стать олимпийским чемпионом. Молодец. Аллах Баху. Это, думаю, не просто слова. Как тренер я тоже в это верю. Мы будем трудиться над этим. Ну, потенциал у него есть. Да. Остается тренироваться, заниматься и побеждать. Аллах Баху. Желаю удачи, успехов тебе. Ждем тебя в этой студии после очередного достижения. Башкал Дярясл. Ну а теперь дайджест спортивных новостей мира и России. Ингушский футболист греческого ПАОКа Магомед Аздоев вышел на замену по ходу первого матча раунда плей-офф за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы с румынским клубом ФКСБ. Сборная США со счетом 3-1 одержала победу над командой Канады и стала первым финалистом турнира 4 наций по хоккею. Встреча прошла в Монреале. Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии. Московский «Спартак» дома со счетом 7-4 обыграл Нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт». Баскетболисты казанского «Уникса» со счетом 93-92 обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Перми. На этом наша программа подошла к концу, но мы обязательно вернемся через неделю с чем-то новым. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.